Я в первую очередь все-таки очень рассчитываю, что эта стратегическая сессия позволит нам, нашему театру, стать еще ближе к людям и более открытым для людей, и при этом самое важное — не утратить свои ценности, поскольку есть легкие пути. Если снизить нравственную градацию, если снизить качество спектаклей, сделать их более легкими, легковесными, я бы даже сказала, да, то, может быть, это очень легкий путь для того, чтобы обрести новых зрителей. Но, на мой взгляд, театр должен сохранить свое лицо. Сегодня у Камаловского театра, равно как у нашей национальной культуры, ярко выраженное свое лицо. Театр для нашего народа – это больше, чем вид искусства, это выражение души. Поэтому я очень хочу, чтобы это было внутреннее обновление, это был огонь в глазах, если это так можно сказать, новый огонь в глазах. Это должна быть новая любовь. Важно, чтобы душа театра сохранилась. Современный театр – это креативное пространство, и оно не ограничивается только основной сценой, где идут любимые спектакли, да, Камаловского театра. И мы проделали серьезную работу, попытавшись спрогнозировать то, что будет интересно современному зрителю вне тех часов, когда идут основные спектакли. Мы даже сегодня ввели такой термин «орбита зрителя», когда мы его проводим и постепенно, начиная там со школьника, начиная там с молодежи, он постепенно становится нашим постоянным зрителем, который разделяет идеи театра, и он понимает, и он начинает жить интересами театра. Плюс театр – это всегда некий маяк культурного наследия, культурного достояния, и, конечно, мы преклоняемся перед тем заделом, перед тем творчеством, которое было до. Мы не теряем традиции, мы их сохраняем, мы их приумножаем, и мы показываем, что национальный театр постоянно развивается, он следит за своим зрителем, он понимает своего зрителя, и зритель должен понимать театр. Поэтому для такого тандема подобные стратегические сессии, они просто необходимы. Театр – это как Солнце, как некая галактика. Все те планеты – это наш зритель, который связан гравитацией. И все, что бы ни делали вокруг театра, в театре, на тех площадках, которые открытых площадках, это должна быть вот та самая гравитация, которая бы нас притягивала. Зритель должен даже не понимать, что он уже в этой гравитации, что он уже в нашей ловушке. Вот для меня это самое интересное было, потому что когда это вот он не понимает, то есть это не какая-то некая игра со зрителем, которая, естественно, продуманная, концептуально продуманная. То есть, приходя в театр, он уже не должен от нас уйти никуда. Он должен уже в следующий раз приходить и не понимать даже, наверное, почему сюда приходит. Конечно, он на спектакль приходит, но некая жизнь вокруг театра, она должна быть некая магическая, которую мы обязаны в новом здании подготовить для зрителя. Мен өзімнің тұрмышымда енді міне екінші мәртебе ұшырашам көшу процесіне. Башта әлі мен ешірек шықты. Біз Горький урамынан міне бұл бинаға көштік. Қазір міне алда біздің күтәбіз яңа бинаға көшуіне. Міне мен хатırlayayım, теге бинадан бұл бинаға көшкәндә біз иске бинадан сәхнәнең бір тақтасын бұл сәхнәгә көшіріп қойған едік. Һәм бу минемчә ниндидер үзенчә бер символ дип әйтер идем. Чөнки барыбер кая гына күчсәк тә, кайда гына эшләсәк тә, без үзебезнең бу Галиәскәр Камал театрының рухын, үзенең традицияларын, кайда гына эшләсәк тә, без үзебезнең бу Галиәскәр Камал театрының рухын, үзенең традицияларын, мен сүзне бик үк яратмасам да, барыбер ул бар, традиция дигән нәрсә. Biz barыбер ничек тә булса аны сакларга тиешбез һәм яңа бинага күчерергә тиеш, үзебез белән алып китәргә тиешбез, анда сакларга тиешбез.
Чөнки әлбәттә яңалык безне көтә, без яңалыкка әзер булырга тиешбез, ләкин барыбер минемчә менә Галискар Камал театрының инде ничә 100 елдан артык ул эшли, үзенең тамашачысы белән аралаша, аның үзенең тамашачысы бар. Кыска гына әйткәндә, барыбер театрның бер образы бар. Һәм менә шушы образдан без барыбер читкә тайпылырга тиеш түгелбез дип уйлыйм. Аны